Всем привет! И сегодня тема будет пустых баночек. У меня здесь их накопилось очень много. Приступим. Начнем, пожалуй, с маски Estelle. Маска Комфорт для сильно поврежденных волос. Я последний раз была в салоне, постриглась, и мой парикмахер порекомендовала мне эту маску и сказала, что ее можно использовать, в принципе, как и кондиционер. Объем здесь довольно-таки большой, 300 мл. Мне хватило ее где-то на месяц. Голову я мою каждые 2 дня и использую ее как кондиционер. В принципе, всю свою стоимость она оправдала, что обещает нам производитель. Глубоко восстанавливает структуру поврежденных волос, делает волосы эластичными, прочными, упругими, обеспечивает долговременный комфорт и уход. Маска мне очень понравилась, действительно волосы восстановленные, мягкие. И вот прям такое ощущение, что вот все чешуйки, которые есть после этой маски, они запечатываются, и вот так вот рукой проводишь по волосам, и вот божественная маска, лайк. Ну, раз мы затронули тему волос, у меня есть маска Сьоз. Что можно ожидать от Сьоз? Ничего. В принципе, как и произошло с этой маской. Вот, кондиционер Сьоз, маска Сьоз, знак равно. И, в принципе, я думаю, что эта маска больше не заслуживает моего внимания. Ну и добьем мы тему волос, в конце концов. Спрей от Matrix. Мне его подарила подруга на день рождения. Объем просто шикарный, в плане 500 мл здесь. Мне хватило больше, чем на полгода. Это как термозащита. Производитель нам говорит о том, что этот спрей способствует разглаживанию поврежденных чешуек и восстанавливает пористые волосы. Несмываемый уход, то есть я помыла голову, там маски все это сделала, попшикала перед тем, как там выпрямлять, сушить волосы феном и прочее. Термозащита, да, блеск, безусловно, вот прям челка, корни волос, хоть и волосы у меня поврежденные, но вот прям безусловно разглаживает волосы, не знаю, так как я вместе с этим спреем использовала другие уходовые средства, а так, в принципе, да, заслуживает моего внимания и думаю, что куплю еще. И давайте приступим к лицу. Здесь у меня мицеллярная вода от L'Oréal. Я думаю, что это нашумевший продукт. На ютубе все о нем говорят, поют этому продукты оды. В принципе, мицеллярная вода как мицеллярная вода. Что Биодерма, что L'Oréal, что Garnier, Nivea и прочее. У всех просто разная ценовая политика чуть-чуть отличается. Что-то может вызвать аллергию, что-то не может. В принципе, разницы никакой, то есть даже дальше я думаю, что я куплю Garnier, объем разный, цена практически одна и та же, и я сравнивала Garnier и мицеллярную воду от L'Oréal. В принципе, особых каких-то вот различий сильных я не обнаружила. По мне, по-моему, одинаково. Опять то же самое средство, разлито по разным баночкам и разные бренды. Вот, ну, возможно, я к ней вернусь. В принципе, мне понравился этот продукт, вот, и тоже лайк. И когда я пошла в магазин за этой мицеллярной водой, на полочке в магазине я обнаружила гель, тоже от L'Oréal, абсолютная нежность, мицеллярный гель. Мне стало интересно, что это, может быть, это немного лучше, хуже. В принципе, из-за особого интереса я взяла этот продукт. Это полный провал. Я не знаю, кто им пользовался, кто не пользовался. Отзывы я даже не читала, но я эту вещь больше никогда не куплю. Что касаемо туши, он просто ее не смывает. То есть мне потом, после того, как я умылась, я протираю повторно лицо мицеллярной водой. То есть это больший расход и смысла, по-моему, никакого. Здесь даже у меня немножко на донышке осталось. Кто-то из домашних, кажется, его допользовал. Смывать им только тональную основу и прочие косметические продукты, я думаю, нет смысла, когда это можно делать мицеллярной водой. Вот, ну, оно у меня как бы побывало, и больше его никогда не будет. Следующее у меня будет база от MAC под макияж из серии Prep and Prime. Я не знаю, почему все люди поют этой базе оды,
все сплошняком хорошие комментарии, и выравнивает лицо, и подходит для комбинированной жирной кожи. Я обладательница комбинированной кожи. Я не поняла восторга этих людей, мне ее подарили. Вот, я ее хотела купить, слава богу, что не купила, потому что, мне кажется, это была бы самая бесполезная покупка в моей жизни. Что делает эта база? Ничего. Мне кажется, это вообще, в принципе, миф, то, что база под макияж держит макияж на лице больше. Ну, не знаю, и какой-то запах у нее не очень, так как она еще и иллюминирующая. В принципе, на вечер модно ее было нанести, но мне казалось то, что у меня лицо начинает с ней блестеть еще больше, быстрее, этот жирный блеск, вторичное припудривание и прочее. Ну, не знаю, какое-то специфическое мнение об этой базе у меня сложилось. Думаю, то, что я ее больше никогда не... И последний продукт Эвелин. Молочко для тела. Зимой у меня очень высохла кожа. В принципе, я пользуюсь разными увлажняющими кремами, и у меня не было возможности поехать в L'Occitane, в The Body Shop, и по пути домой я быстренько зашла в магазин и увидела это молочко для тела. Что меня привлекло, то что здесь было написано питательное регенерирующее молочко, СОС, то есть очень интенсивный уход. Я его взяла. Здесь у меня примерно половина еще осталась этого молочка. Как бы я ни пыталась его полюбить, запах не очень, консистенция не очень, впитывается он не очень. То есть элементарно, когда я выходила из души, куда-то опаздывала, мне нужно было сразу одеться, и я наносила это молочко, у меня тело было настолько липким. И я думала, ну вот 10 минут подожду, вот впитается, ну 15 минут. А потом я просто поняла, что оно не впитывается. Еще когда я иду в душ и моюсь, я чувствую, как оно смывается с моего тела. То есть какого-то увлажнения, СОС супер там для сухой кожи спасения, я по сути тоже не заметила. Не знаю вообще, кто его покупает, кто им довольный, и отвратительное средство, и вот в помойку. Ну, в принципе, все в моей корзиночке пусто. Спасибо за внимание. Если вам понравилось видео, ставим палец вверх. Все ссылочки я оставлю внизу. Всем спасибо, всем пока.